Русский язык – это самый массовый едино-государственный экзамен. Сегодня по всей стране его сдают почти 700 тысяч выпускников. Расшифровка ключей экзаменационных материалов началась ровно в 9:30. Печатать задания начали в 10:00. На пункте под номером 406 зарегистрированы больше 300 человек. Выпускники по одному заходят, с собой берут только паспорт, ручку, шоколадку, воду и знания. В этом году традиционно безопасности и прозрачности проведения единого государственного экзамена, конечно, уделили огромное внимание. Во всех аудиториях в коридоре установили камеры видеонаблюдения. Практически на каждом шагу таблички о том, что запрещено проносить телефоны и иные гаджеты. В нашей стране сегодня сдают основной профильный русский язык. Аудитории уже готовы. На досках подробный инструктаж о том, как правильно заполнить выпускникам листы. Организаторы распределяют дежурных по кабинетам. Экзамен проходит по технологии передачи экзаменационных материалов и сканирования в аудиториях. Передают материалы по защищенному каналу. Доступ к заданиям активируют федеральные и региональные члены ГЭК. На пункте созданы все необходимые условия. В частности, дежурит врач и медицинская сестра. Подготовлено на пункте 19 аудиторий. Есть аудитории для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для проведения объективного экзамена на пункте присутствуют региональные члены Государственной экзаменационной комиссии. Есть направленные федеральные эксперты Рособорнадзора, федеральные члены ГЭК. Также на пункте организовано видеонаблюдение. Каждое нарушение будет строго фиксироваться. А те ребята, которые подготовились, успешно сдадут экзамены. Начало экзамена мы, конечно же, еще раз обходим все аудитории, проверяем с представителями, уже членами ГЭК и экспертами, которые приехали к нам в республику. Смотрим полностью, все ли опечатано, все ли аудитории готовы к экзамену, все ли техника подключена. И уже затем, получив рассадку, заводим детей, сажаем как положено, у каждого аудитории свое количество детей, 15 человек обычно, и начинаем экзамен после того, как дадут старт. Тем временем выпускники уже в аудиториях. Все они к экзамену готовились основательно и надеются на хорошие баллы. Хадижа Евлоева планирует сдать на отлично. Самое главное, что родители верят и поддерживают. Это придает стимул, признается девушка. Русский не очень сложный, смотря на биологию и химию. Именно биология очень тяжелым предметом является, там уже тщательная готовка нужна, чтобы поступить на мед. Конечно, нервничаю, но я готовилась целый год. Я уверена в своих силах прям хорошо, я сдам отлично. Я поступаю в мед, я не планирую сдавать плохо. Русский язык необходим, чтобы поступить в любой вуз нашей страны. Экзаменационный вариант состоит из двух частей и включает в себя 27 заданий, которые различаются формой и уровнем сложности. Я готовилась целый год, я уверена, что я сдам, потому мне нужны высокие баллы, чтобы поступить в тот факультет, который я хочу. С факультетом я еще не определилась, да, но к заданиям я готовилась, да. И насчет волнения. После того, как вы спросили про него я начала волноваться. У меня будет 27 заданий. Одно из них будет сочинение по тексту, которое будет в этих заданиях. И я готовилась к ним всем. Главное нововведение текущей экзаменационной кампании – предоставление выпускникам возможности пересдать один из предметов ЕГЭ по своему выбору. Для этого выделено 2 дня – 4 и 5 июля. Минимальный порог для поступления – 36 баллов. Результаты ЕГЭ по русскому языку будут объявлены 14 июня. Участники смогут ознакомиться с ними в личном кабинете и на официальном портале госэкзамена. Рина Сычева, Султан Бугучев, Магаз 24.